Наша выставка «Профессор Павел Левонович Казарян. Ученый, исследователь и наставник» посвящена памяти видного ученого-исследователя, чьи труды пользуются заслуженным признанием коллег, читателей как в России, так и за рубежом. В 2020 году он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, и как раз в тот год, когда ему исполнилось 65 лет. Павел Левонович Казарян родился 20 июня 1955 года в селе Кашкатан, Армянская ССР. После окончания в 1978 году исторического факультета Ереванского государственного университета Павел Левонович по вызову Министерства просвещения Якутской ССР был распределен на педагогическую работу в Верхоянский район, где работал учителем в Батагайской средней школе, в районной заочно-очной школе и в аппарате района. В марте 1985 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Верхоянская политическая ссылка во второй половине XIX – начале XX века». В декабре 1986 года поступил на работу научным сотрудником в Институт языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. В декабре 1998 года успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Якутская политическая ссылка в системе карательной политики царизма». Павел Левонович Казарян успешно сочетал научно-исследовательскую деятельность с преподавательской работой на историческом факультете Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова. Им были опубликованы 3 учебных пособия для студентов гуманитарных факультетов. В январе 2002 года ему присвоено ученое звание профессора. С ноября 2003 года Павел Левонович являлся внештатным научным консультантом Министерства транспорта, связи и информатизации Республики Саха-Якутия. В 1998 году был избран членом Академии Северного форума в ноябре 2003 года, действительным членом Российской академии естественных наук. Павел Левонович Казарян был не только как крупным исследователем истории, но и активным общественным деятелем. Так, в 1990-х годах он был членом Конституционной комиссии и ее рабочей группы по разработке новой Конституции Республики Саха-Якутия. В 1988 по 2000 годы являлся председателем первого национально-культурного объединения в Якутии Союза армян Якутии. С 2000 председатель Якутского регионального отделения Союза армян России. В 2002 году член Общественно-консультативного совета при президенте Республики Саха-Якутия. А в октябре 2003 года был избран членом Генерального совета Всемирного армянского конгресса. Павел Левонович Казарян являлся также активным лектором-пропагандистом. Он был членом Общества знания. И в 2001 году был удостоен звания «Лучший лектор города Якутска», а в 2002 году «Лучший лектор Общества знания в Якутии». За многолетнюю работу и заслуги в 1989 году был удостоен звания «Почетный гражданин Верхояния». В 1996 году почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия», ветеран труда, а также был награжден юбилейными медалями и почетными знаками. Перу профессора принадлежит более 200 научных книг, монографий, учебных пособий для студентов и научно-популярных статей для широкого круга людей, интересующихся историей. В них глубоко освещены проблемы истории политической ссылки, управления и самоуправления в Якутии, проблемы государственности России и Якутии, учета региональных особенностей северных территорий в политике Российской Федерации, взаимодействия власти и общества. С 2012 года, со дня открытия дома-музея «Якутская ссылка», просторечие которого еще называют Романовкой, или первого филиала главного музея Якутии, Павел Левонович Казарян являлся его главным консультантом. Раньше в музее показывалась только революционная деятельность большевиков, потом их просветительский вклад в историю Якутии. А с 2012 года показывается вся история ссылки с присоединения Якутии к России до октября 1917 года. А Павел Левонович являлся экспертом в этой области. Благодаря ему при открытии филиала с новой экспозицией была впервые включена тема «Вклад учеников ссыльных в развитие истории Якутии». И в частности показана научная деятельность первого ученого из якутов Никиты Семеновича Горохова, первого действительного члена Императорского российского географического общества, первого исследователя народного якутского эпоса Ланхоу, ученика известного Ивана Александровича Куликова. Век триумфа цифровых технологий, когда среди молодежи упал интерес не только к непосредственному посещению музейных экспозиций, но и к самостоятельной исследовательской работе, Павел Левонович в своей легкой, потому и гениальной манере предложил простой выход –
организовать исторический конкурс по самым значимым темам года и юбилейным событиям в Якутии, но при непременном присутствии основной темы истории ссылки на примере моей семьи для пополнения нашей экспозиции. Тем самым мы достигли несколько целей. Не только популяризируем музей, а также даем детям возможность, прикоснувшись к своей живой семейной истории, внести свой вклад в комплектование фондов музея, то есть пополнить его фонды семейными материалами. И что, несомненно, самое важное, способствует повышению гордости и любви к истории своей семьи и, конечно же, родного края. Павел Ливонович активно работал со студентами и школьниками, увлеченно занимался воспитанием молодых якутян в духе патриотизма и любви к истории родного края. Его утрата тяжела и невосполнима. Мы потеряли истинного друга, коллегу и соратника. Павел Ливонович в наших сердцах останется выдающимся историком, преподавателем, профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым человеком, который пользуется заслуженным уважением и любовью среди музейщиков, историков, а также школьников и студентов.